Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Якутяне продолжают активно получать вакцину от COVID-19. Сколько человек уже пришли за прививкой? Более 200 тысяч квадратных метров жилья ликвидируют в Якутии в этом году, а в поселке Чульман накануне ввели новый дом для переселенцев. В Мирном во время крепких морозов люди замерзали, находясь даже в теплых остановках. В чем проблема и как ее планируют решать? Более 18 тысяч якутян получили вакцину от COVID-19, в том числе за минувшие сутки 775 человек. По информации регионального оперштаба, вакцинация проводится в Якутске и в 31 районе республики. Больше всего человек получили прививку в Якутске – 7 тысяч граждан. Среди районов активнее других вакцину ставят в Алданском, Аймиконском и Среднеколымском. Меньше всего провакцинировано жителей Кобяйского, Верхоянского, Горного, Усть-Алданского и Татинского районов. Тем временем 121 новые случаи заражения коронавирусом выявили в регионе за минувшие сутки. В Якутске заболели 38 человек. Чуть меньше, но практически наравне со столицей ситуация в Мирнинском районе. Там выявили 34 новых случая. 12 человек заразились в Тампонском районе, 8 в Нерюнгринском, 7 в Алданском, по 5 в Вилюйском и Аймиконском. Еще в 6 районах от 1 до 4 случаев заболевания COVID-19. В Алаяховском улусе застрелили белого медведя. Дикий зверь вышел к жилым домам в селе Русское Устье. Местный житель вынужденно выстрелил медведю в живот при попытке его проникновения в жилой дом, сообщили в управлении Росприроднадзора по региону. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия совместно с инспекторами охраны природы направлены сотрудники полиции. По информации МВД по республике, пострадавших среди населения нет. В Нерюнгринском районе продолжаются аварийно-восстановительные работы на энергоблоках Нерюнгринской ГРЭС. О ситуации в районе в репортаже нашей съемочной группы. 28 января энергоблоки номер 1 и 3 станции были выведены в ремонт из-за образования свищей в топке котла и элементе котла-агрегата в водяном экономайзере. В это время в работе находился второй энергоблок и 3 водогрейных котла, которые в полном объеме обеспечивали теплоснабжение потребителей Нерюнгринского района в соответствии с необходимыми параметрами. На период проведения работ заданная электрическая нагрузка для Нерюнгринской ГРЭС была снижена и перераспределена между другими электростанциями, входящими в объединенную энергетическую систему Востока. Нерюнгринская ГРЭС потеряла нагрузка по установленной мощности 390 мегаватт. В этой связи Якутская энергосистема и Амурская энергосистема вынуждены были перейти в вынужденный режим работы. На сегодняшний день со стороны Якутской ГРЭС-1, Якутской ГРЭС-2 и с каскады Вилюйской ГЭС идут перетоки электрической энергии в сторону Южно-Якутского энергорайона в объеме 57 от Якутской энергосистемы, от Центрального энергорайона и от Западной энергосистемы в объеме порядка 30 мегаватт. В ночь с 29 на 30 января после аварийного ремонта в работу включен первый энергоблок. За 48 часов оперативный персонал Нерюнгринской ГРЭС совместно с ремонтным персоналом филиала Нерюнгри-Энергоремонт провели расхолаживание вышедшего из строя оборудования и произвели аварийные ремонтно-восстановительные работы на дефектном участке топки котла. На данный момент энергоблок работает в номинальном режиме в соответствии с диспетчерским графиком. Эта авария никак не сказалась на жизнедеятельности Нерюнгринского района, потому что станция обеспечивает район и город, прилежащие населенные пункты теплом. Мы продолжаем обеспечивать, ограничений мы не вводили. Никаких осложнений эта авария не вызвала. Ремонтные работы на энергоблоке номер 3 продолжаются. Аварийная заявка на выполнение восстановительных работ подана до 31 числа. По итогам работ третий энергоблок должен также быть введен в работу в сеть, что обеспечит надежность работы энергоснабжения Якутской и Амурской энергосистемы. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри.
В этом году в регионе ликвидируют 215 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из аварийных домов в новые благоустроенные квартиры переедут порядка 12 тысяч человек в 34 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Республики. По словам первого вице-премьера правительства Кирилла Бычкова, на сегодняшний день в Якутии самый большой объем жилья, признанного аварийным, и составляет 6% от общероссийского показателя. По итогам прошлого года план по расселению перевыполнен на 7%. В связи с этим на переселение граждан в республике выделено 10 миллиардов рублей дополнительно. Между тем, более 20 семей переезжают из аварийного жилья в поселке Чульман Нерюнгринского района. А там ввели новый многоквартирный жилой дом. По информации пресс-службы поселковой администрации, накануне состоялась церемония вручения ключей от квартир в доме по улице Транспортная, 38. Новое жилье получили 24 семьи. 12 автобусов вышли на маршруты в Алекминском районе. После пожара в стояночном гараже, по информации пресс-службы районной администрации, восстановлены 10 автобусов. Еще 2 школьных автобуса выделены ранее для пассажирских перевозок. Таким образом, на городские и межселенные маршруты сегодня вышли 12 единиц техники. Однако этого мало. Отмечается, что для обеспечения ежедневного графика движения по Алекминску и между селами требуется минимум 20 автобусов. В Мирнинском районе с количеством автобусов проблем нет. Тем не менее, в 50-градусные морозы многим мирнинцам пришлось мерзнуть на остановках. Горожане неоднократно жаловались на установленные теплые павильоны. По их словам, пункты эти некомфортны и небезопасны. Почему в Мирном остановки не отвечают современным требованиям и как решается проблема, узнавали наши коллеги. Вот видите, вовремя. Чтобы долго не стоять и не мерзнуть на остановке, многие мирнинцы ориентируются по расписанию автобусов. Однако городской транспорт не всегда приезжает вовремя. На помощь приходят теплые остановочные павильоны. Минусовые температуры, естественно, очень сложно стоять, тем более с детьми. На верхний поселок, на Заречку ехать, конечно, холодно. Здесь в павильонах тепло, проблемы нет, не выгоняют, пускают, люди ждут. Особенно в какое время народу бывает много? Вечером много, после работы будет много народа здесь. Люди не жалуются и Не жалуются, конечно. вам не мешают? Не, они не мешают мне. Говорят, здесь удобно вообще. Удобно, как оказалось, не всем. В интернете мирнинцы неоднократно писали и о состоянии павильонов, и о режиме их работы. А что это за теплая остановка, которая закрыта ранним утром, перед работой 7, 8, 9 утра? Для чего их ставили? Чтобы люди грелись только с 10-11 дня? Нужна в этих помещениях хорошая приточно-вытяжная система воздухообмена. Даже заходить неохота, потому что где-то пахнет шаурмой, а где-то вообще торговцы разложились аж до дверей входа. Разложились торговцы потому, что установили павильоны за свой счет. Договорились с городской администрацией о том, что могут разместить на остановке торговую точку, при этом впускать людей погреться. Мы сюда привлекаем, чтобы не тратить бюджетные средства, малый и средний бизнес. Но чтобы вы не говорили, что там они с 7 часов не работают, что там пахнет, но вы поймите, что или стоять на улице в холодный мороз, или есть теплая остановка, куда можно зайти и отогреться. Я думаю, что это уже, можно сказать, люди уже начинают привыкать к хорошей жизни, можно сказать. Редакция «Алмазного края» поинтересовалась у мэрии, решат ли они вопрос с изменением графика работы павильонов в холодное время. Ответ неутешительный. Городская администрация рекомендовала предпринимателям работать с 7-15 утра. Но в соответствии с указом главы Якутии о режиме повышенной готовности предприниматели, а именно общепит, имеют право начинать работу только с 8 утра. В общем, ситуация зашла в тупик. Нужны ли городу теплые остановки? Да, нужны. Очень даже. Где именно хотелось бы? На Тусме. Еще где? Как в порт ехать. В скором времени в городе установят еще 3 теплых остановочных павильона. По улице Павлова на остановке МЦРБ, по Вилюйская на остановке Нижний поселок, а также по шоссе Кузакова напротив здания полиции.
А пока, чтобы не мерзнуть на остановках, горожанам стоит переписать расписание маршрутов или скачать приложение «Умный транспорт». Оно позволяет отслеживать движение общественного транспорта. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Имя ветерана боевых действий, полковника милиции, хозяина Ордена Мужества Сергея Черных торжественно присвоили столичной школе номер 16. На линейке собрались администрация школы, члены школьного военно-патриотического клуба «Отечество», соратники, коллеги, друзья и дочери полковника. Они возложили цветы и почтили память командира минутой молчания. Напомним, Сергей Георгиевич трагически погиб ровно год назад во время пожара в Якутске. Он был председателем регионального отделения ДСАФ России по Якутии, возглавлял Совет ветеранов территориального управления Росгвардии. Своим примером показывал молодежи, как любить свое дело и отчизну. Это инициатива директора, именно потому что она считала и считает, что этот человек достоин не только, чтобы его память осталась, а название школы, чтобы дети знали. И именно есть такое понятие – равняться. Вот на него можно, есть на кого действительно. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Ивана Павлова, воина-учителя, участника решающей крупной битвы на Курской дуге, лауреата премии имени Платона Аюнского за сохранение имени воинов-якутян. Его призвали на фронт в 1942 году, участвовал в кровопролитных сражениях в Прибалтике, Восточной Пруссии, дошел до Кёнигсберга. Был ранен 8 раз, за мужество награжден орденом славы 3-й степени. Вернувшись на родину, проработал учителем истории 46 лет. Внес большой вклад в сохранение имен воинов-земляков. Написал 40 книг, был старшим редактором томов республиканской книги «Память». Сегодня на родине Ивана Михайловича в Чурапче проведут торжественный вечер памяти о выдающемся учителе. И в завершение о спорте. Якутские вольники завоевали множество медалей на первенстве Дальнего Востока среди юношей и девушек до 18 лет. 6 из них стали чемпионами. Всего сборная команда региона завоевала 28 медалей, в том числе 6 золотых. Все призеры соревнований получат право выступать на первенстве России по вольной борьбе. К этому часу это все новости. Берегите себя, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.